Рекламная информационная программа «Новости банков Оренбурга». У микрофона Елена Костылева. Здравствуйте. Программу представляет интернет-портал bankiorenburga.ru, сайт для тех, кто стремится быть в курсе последних событий в финансовой сфере. Россельхозбанк возобновил действие специальной программы кредитования участников накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Участниками программы предусмотрена возможность приобретения квартиры или земельного участка с домом на вторичном рынке жилья. Комиссия за выдачу, сопровождение и досрочное погашение займа не взимаются. Воспользоваться программой могут граждане Российской Федерации, проходящие военную службу по контракту и включенные в реестр участников программы. Военнослужащие получают право на заключение договора целевого жилищного займа и оформление ипотечного кредита спустя 3 года с момента вступления в программу. При этом обязательства по погашению кредита на время прохождения заемщиком военной службы выполняет государство. С подробной информацией по программе «Военная ипотека» можно ознакомиться на официальном сайте банка. Банк ВТБ стал победителем в номинации «Лучший банк по торговому финансированию в России 2017» по версии авторитетного международного журнала Global Finance. Награда присуждается банку второй год подряд. В 2016 году ВТБ реализовал более 400 сделок торгового и экспортного финансирования с контрагентами из 48 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Широкая география ведения бизнеса, активное сотрудничество с Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, экспортными кредитными агентствами Европы и Азии и международными финансовыми институтами позволяют ВТБ предоставлять своим клиентам эффективные решения для поддержки их внешнеторговых операций. Первый заместитель президента, председатель правления Юрий Соловьев отметил, очередная награда международного профессионального сообщества подтверждает лидирующие позиции ВТБ на российском рынке торгового и экспортного финансирования. Мы продолжим активное развитие данного направления, внедряя новые продукты и оказывая нашим клиентам высококачественные услуги, добавил он. Редакционный совет издания выбрал региональных лидеров на основании анализа данных, предоставленных главами компаний, аналитиками и отраслевыми экспертами. Российские банки обсуждают с Центробанком и Минкомсвязи создание единой базы биометрических параметров клиентов. С ее помощью кредитные организации смогут обмениваться друг с другом такой информацией, что существенно упростит внедрение биометрических систем. В ближайшие недели состоится совещание по этому вопросу с участием регулятора и заинтересованных банков. Общая биометрическая база для банков может быть сформирована на базе единой системы идентификации и аутентификации, созданной в рамках исполнения закона о госуслугах. Как рассказал председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, некоторые банки используют компьютерную технологию распознавания лиц для удаленной повторной идентификации действующих клиентов. По словам Емелина, программа проверяет параметры лиц и устанавливает их идентичность изображением, полученным с видеокамер, установленных над банкоматами или в торговых точках. Технология используется для подтверждения личности клиентов при проведении любых операций. В ходе пилотного проекта планируется распространить этот опыт на все заинтересованные банки. Это все банковские новости на сегодня. Программу представил портал «Банки Оренбурга», интернет-ресурс для тех, кто ищет самую свежую информацию о банках. Адреса, телефоны банков, карта банкоматов, онлайн-заявки на кредит, курсы валют и самые последние банковские новости. Адрес сайта banki-orenburga.ru.